Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Элайф. И сегодня мы продолжаем нашу адвент-традицию. Календарь, да? Адвент-календарь Таро. И сегодня у нас следующий расклад. Сейчас мы узнаем, какая это тема расклада, потому что каждый раз это у нас с вами приятная неожиданность, да, какая-нибудь приятная неожиданность. Вот, поэтому давайте посмотрим. Откроем следующий расклад, который у нас тут идет по графику, да. Так, следующий расклад касается дружбы. Насколько глубока ваша дружба? То есть вы догадываете вашего друга или подругу и разбираете на Таро, насколько это хорошая, правильная, там, глубокая, верная дружба, да. Итак, вопросы. Первый вопрос. На чем основана ваша дружба с этим человеком? Второй вопрос, значит, в этом ваше сходство. Третий, в этом ваше отличие. Так вас видит этот человек, а так вы видите этого человека. Дальше, значит, какова текущая ситуация с вашей дружбой? Будет ли ваш друг или подруга рядом с вами, когда вам этот человек понадобится? И восьмой вопрос. Дружба развивается в этом направлении. То есть вот такой вот интересный расклад сегодня про дружбу. Вам нужно будет загадать, значит, друга или подругу, да? То есть в этом здесь вся суть, что мы гадаем сегодня на друзей-подруг. Итак, значит, я буду использовать сегодня Таро ангелов, вот такую колоду, Дорин Вирчи Редли Валентайн. И это такая добрая колода, да, но все равно она отображает, конечно же, все аспекты. И она такая же, как и все остальные колоды Таро, из 78 карт. Поэтому переживать не стоит, да, что она с надписями, но она, в принципе, сможет рассказать все то, что нам нужно. Вы загадываете, значит, своих друзей-подруг, да? Друзей-подруг загадываете. Первая карта у нас это на чем основана ваша дружба с тем человеком, которого вы здесь загадали. Ну, дружба с подругой или с другом, неважно, да. Чаще всего, конечно, загадывают женщины-подруг. Вот, проверяют, да, насколько это верная, хорошая там подруга. Итак, вот перед вами, значит, 3 позиции. И давайте украсим. Первая позиция — рождественская звезда. Вторая позиция — птичка. И третья позиция — сердечко. Первая, вторая, третья. Проверяем друзей, проверяем подруг. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Да, в сторону убираю. Дружба. Сегодня дружба. Интересный расклад. Я думаю, что многим понравится, многим это интересно. Итак, наша рождественская звезда и первая карта. На чем основана ваша дружба с этим человеком? Король мечей. Ну, тут у нас, значит, исключительность, справедливость, профессионализм, дипломатичность. То есть ваша дружба, она вас соединил, скорее всего, какой-то мужчина, может быть, или познакомил, или вот на основе того, что там с ним общались и начали общаться с этим человеком, которого вы здесь загадали, да. И вот карта показывает, что либо вы по работе как-то схожи, то есть у вас есть общие темы, по работе на этом основана дружба, да, либо это акт действительно дипломатии, то есть когда люди общаются, дружат, потому что это так положено. Ну вот бывает такое, что если это не по работе, не по профессиональным, да, соображениям, то, допустим, могут так дружить, там, не знаю, жены друзей, например, да, или там мужья подруг. Вот. То есть те, кто столкнулся в этой жизни по какой-то причине, и вот так вот взять и быстро расстаться не может, да, например. Поэтому выпал король мечей. То есть что-то такое
либо профессиональное вас соединяет, вот общая тема — это профессионализм какой-то, да, там какая-то работа, какие-то интересные, там, может быть, вещи обсуждаете по работе, вот, либо вот, допустим, ну, на чем основано? На общих каких-то интересах, связанных с деятельностью, да, либо вот на основе дипломатии. Вот, какой-то мужчина соединяет. Хорошо. Вот в чем ваше сходство с этим человеком. В чем ваше сходство с человеком? 7 динариев. По сути, это умение проявлять терпение. В этом сходство есть. Также умение ожидать. То есть вы похожи именно вот таким вот стойким нравом друг с другом, да, умением ожидать, умением, может быть, вкладывать куда-то силы, вот, получать результаты, спокойствием каким-то, может быть, даже редко видитесь и в этом схожи, потому что вот бывает такое, что друзья, подруги не видятся каждый день, а общаются изредка. И каждому из вас это, допустим, подходит, это тоже вариант. Вообще 7 динариев — это такая карта очень продуктивная, и, скорее всего, каждый из вас серьезный человек, работящий, там, да, у которого семья, там, не знаю, может быть, дети, ну, и, соответственно, очень серьезно относитесь ко всему этому, ответственно. На этом ваше сходство, да. А теперь ваше отличие с этим человеком. В чем вы отличаетесь с вашей подругой или другом? Паш мечей, последовательность, честность, импульсивность, любознательность. Вот один из вас очень любознательный такой человек, живчик, да. А второй, скорее всего, более пассивный человек. Или один умнее, а второй, ну, знаете, меньше в науках разбирается, я бы это так сказала. То есть не дело там не в уме, там, что один тупой, другой там умный, нет. А именно вот направленность какая-то, может быть, у одного человека острая умственная работа, да, у второго, ну, менее такая, да, менее нагружена голова, что ли. Получается, вы еще различаетесь тем, что один из вас может, допустим, обсуждать кого-то, сплетничать, второй нет. Вот это тоже вариант, что или как-то осуждать людей, а второй не может осуждать. То есть это уже смотря кто есть кто, да, то есть вы уже себя там узнаете, да. Либо вы можете обсуждать людей, либо нет, но вот ваш друг, получается, ваша противоположность в этом плане. Так, хорошо. Так вас видит этот друг или подруга, давайте посмотрим. Рыцарь чаш, эмоциональность, романтичность, энтузиазм, созерцательность. Вообще ваш друг или ваша подруга видит вас в очень хорошем свете. Хорошо к вам относится и знает, что вы человек добрый, приятный, что вы очень эмоциональны бываете и реагируете на что-то, бывает слишком эмоционально, но человек вы, наоборот, очень хороший. То есть тот, кого вы загадали здесь, или та, восхищается вами как человеком и хотели бы с вами дружить, скорее всего, хотели бы с вами продолжать эту дружбу. Какое мнение у вас о человеке? 10 динариев. Вы считаете, это человек счастливый в семейной жизни или просто умеющий строить домашние, там, семейные отношения, очень погруженный в свою семью и постоянно занятый своей семьей этот человек, кого вы загадали. И, соответственно, вы знаете о занятости, что этот человек слишком бывает занят своей семьей, своим домом, там, обустройством дома, может быть. То есть, но вы хорошего мнения об этом человеке. Считаете, что это стабильный человек, любит детей. Вот так. Ну, неплохо, я считаю, тоже неплохо. То есть вы друг к другу хорошо относитесь, хотели бы дружить, да, продолжать дружить. Какова текущая ситуация с вашей дружбой? Давайте посмотрим. Текущая ситуация с вашей дружбой. 6 мечей. Конец трудной ситуации. Вы знаете, у вас может быть действительно какая-то в будущем, в ближайшем совместная дорога, конец действительно трудной ситуации, когда люди, может быть, там паузу имели или разногласия в дружбе, но теперь будет лучше. Вот как будто бы идет улучшение этих отношений, именно улучшение.
Но сейчас вы можете находиться на расстоянии друг от друга или быть дальше друг от друга, чем оно должно было быть, понимаете? Но будете ближе друг к другу с этим человеком. Будет ли ваш друг с вами, когда вам это понадобится, или подруга? Рыцарь жезлов, страсть, смелость, уверенность в себе и постоянство, да. Но особенно постоянство словом. Вот смотрите, внезапное событие, которое требует пристального внимания. Время играет важную роль, думайте тщательно. Этот человек, наоборот, вас вот в любую трудную минуту выручит. И действительно, может быть такое в ближайшем будущем, что понадобится помощь вашей подруги или вашего друга. То есть это правда. Вот человек постоянный в своих суждениях и, скорее всего, поможет вам в какой-то ситуации, в деле. Дальше, значит, дружба развивается в этом направлении. Вот куда теперь пойдет ваша дружба? Давайте посмотрим. Королеву мечей. Ну, вы знаете, это опять же какая-то вот, да, независимость, вот, да, вот остроумие, реалистичность. То есть не будет никаких в этой дружбе белых облачков, там, да, вот розовых, там, не знаю, розовой мечты, а скорее какая-то приземленная дружба, общение независимая, то есть без каких-то пристрастий, там, да, слишком частых встреч. Скорее всего, видеться будете так и редко, не часто, и общаться будете более-менее так, ну, более-менее так средне, вот, ну, как держа немножко дистанцию все-таки. Все-таки есть дистанция. Однако и остроумие здесь есть, то есть люди могут поговорить, пообщаться даже интеллектуально, там, да, обменяться каким-то опытом. Но мечи все-таки, мечи без иллюзий общения, явно без иллюзий. Хотя люди друг к другу хорошо относятся, да, но вот видите, тут даже совет: отнеситесь к данной ситуации с юмором. Это значит, что нужно облегчать это общение, то есть более легким его делать со своей стороны, потому что можете какие-то слова превратно понимать вашего друга или подруги. Но в целом все неплохо. Вот знаете, как бы, я бы не сказала, что сильно что-то поменяется. Вот прям, ну, чуть-чуть, может быть, в лучшую сторону, и все. Ну, вот такой ответ, первая позиция. Но этот человек не предатель, хорошо к вам относится, просто, может, по долгу того, что вот работает, да, там, или с семьей общается постоянно, там, занят там с детьми человек, и не может с вами общаться там бесконечно, да. Ну, вот в этом, наверное, суть по первой позиции. Вторая позиция — наша птичка. Вы загадали здесь друга или подругу. И мы проанализируем между вами отношения. Первая карта. На этом основана ваша дружба с этим человеком. Десятка мечей. Конец трудной ситуации. Примите изменения, ожидание всего самого лучшего, восстановления после пагубных привычек. Смотрите, десятка мечей. Вот на чем основана ваша дружба? Это на том, что вас соединило что-то когда-то, вот какое-то, может, горе, несчастье или какая-то трудная, действительно, жизненная ситуация когда-то вас соединила. А еще основана, может быть, дружба на том, что вы давно, правда, не виделись, вот, или человека загадали, с которым давно не общались, но собираетесь или уже начали снова общаться. Вот как будто восстановление, да, идет. Вот. И также сама по себе дружба может быть основана на проблемах. Ну вот бывает такое, что люди обсуждают проблемы, и на этом они сходятся. Мужчин могут женщины обсуждать, там, у них что-то общее есть, проблемы разбирать различного характера, болезни, еще что-то. И вот на этом сходятся. То есть самих жизненных интересов меньше друг у друга совместных, да, там профессиональных или хобби, а вот именно проблемы соединяют. Вот есть такие люди, что их соединяют именно обсуждение проблем, делиться друг с другом, делиться проблемами друг с другом, выговаривать друг другу проблемы, да, то есть друг психолог. Хорошо. В чем ваше сходство с этим человеком? Тройка жезлов. Ваше сходство в том, что вы привлекаете каждый в свою жизнь, в принципе, изобильную энергию, умеете терпеть и строите долгосрочные планы. Вот так и есть, да, здесь как по карте описано, но не только, но не только. Любите путешествия, скорее всего, каждый из вас любит путешествия, передвижение, смотреть что-то новое, интересное, рассматривать, да, вот что-то рассматривать.
Также могут быть действительно, на самом деле, гораздо больше общих интересов по хобби, чем вам казалось. Может быть, вам стоит изучить хобби вашего друга или подруги, потому что на самом деле у вас есть какие-то общие хобби, которые, может быть, вы даже не обсудили. И тройка жезлов еще показывает, что тяга к иностранным языкам может объединять. И вообще интеллектуальная близость на самом деле здесь есть. То есть ум устроен в одну сторону. Вот как будто. Хорошо. В чем отличие у вас с вашим другом или подругой? Жрец. Ну, один человек придерживается каких-то традиций, обычаев, религии или еще что-то, а второй нет. Вот. То есть один слишком принципиальный, а второй нет. Второй этого не придерживается. Или у разная какая-нибудь религиозная философия, жизненная философия. То есть бывают даже разные религии, религиозные взгляды у людей. Это различает, конечно. Это нормально, разный менталитет даже может быть по жрецу. Это нормально. Не все люди должны там, да, с одним менталитетом или с одной религией дружить. Дальше, значит, как вас видит этот друг или подруга? 4 чаш. Так скучно с вами. Вы скучный человек. То есть человек считает, что вы в жизни много упускаете, могли бы больше развиваться, больше бы увлекаться чем-то, вам было бы, может быть, вместе интереснее, было по чем поговорить, а так с вами как-то вот скучновато, как-то игнорирует вас этот человек и не очень так хочет общаться периодически. Считает, что, может, все уже обсудили, что только можно на этом свете. Ни плохого мнения, ни хорошего, среднего. Но что с вами сейчас скучновато? Может быть, вы не так уделяете внимание этому человеку, отворачиваетесь от него. И поэтому ему скучновато, потому что вы не общаетесь с этим человеком. И человек начинает думать, что и он вам не очень интересен, или она. Какое у вас мнение об этом человеке? 6 жезлов, победа, хорошие новости. Вы, наоборот, восхищаетесь этим человеком, считаете, что вам было бы, наоборот, весело общаться. Вы считаете, это позитивный человек, интересный. И победитель, может быть, даже по жизни или просто активист. Но в любом случае вы видите в этом человеке больше лидерских качеств, чем этот человек видит в вас. Также могу по 6 жезлов сказать, что вы бы даже, может быть, куда-то пошли за этим человеком. И вам было бы с ним интересно общаться. То есть человек от вас не получает столько внимания, а вот вам этого внимания вполне, видимо, хватает. И человек в вас видит, что вы как будто даже как отворачиваетесь, а вы этого в человеке не видите. Интересно. Текущая ситуация с вашей дружбой. Отшельник. Это дружба, когда люди практически не проводят время вместе, не общаются, очень мало общаются и изолируются друг от друга, на самом деле. Вот и дружба тебе, да? Может, поэтому у вас 10 мечей выпала? Потому что не особо-то вы общаетесь. Может, вы там чуть-чуть пообщались, и все, этого хватило всем. Может, так? Сейчас не особо идет общение. Идет скорее мысли друг о друге, не более того. Или если общение идет, то очень какое-то замкнутое, мало общения, все равно мало. Будет ли ваш друг рядом, если вам понадобится помощь? Башня. Скорее, знаете, так получится, что ваш друг или подруга подставит вас в момент того, что вы там столкнулись с неприятностями, и не то, что даже помочь, а еще подтолкнуть в худшую сторону. Или сказать гадость, что ли, так? Башня. Мол, важный жизненный случай может открыть вам глаза, да? Вот об этом здесь, наверное, речь. И, соответственно, сказать, что это ваш правда друг по этим картам, наверное, сложно. Наверное, сложно. Куда сейчас пойдет ваша дружба? В каком направлении она будет развиваться? 8 жезлов.
Какие-то неожиданные могут быть события, новости от этого друга или подруги, активное общение, может быть, вылазка куда-то вместе или совместное что-то. Ну, вот какой-то прям, знаете, как обмен новостями. Вот. И многие вещи случаются сразу, видите, вот как будто бы действительно не общались, и прорыв идет. Но я вам так скажу, что положиться на этого друга невозможно или подругу. В трудные времена человек, ну, не поможет вам. Скорее всего, бросит или даже скажет еще что-то нехорошее. Будьте осторожны с таким другом или с такой подругой, потому что, да, вы сейчас будете больше общаться, может быть, вам и правда завоевать доверие этого человека, потому что сейчас человек и не особо готов помогать вам в чем бы то ни было. Поэтому, наверное, да. Поэтому, наверное, тут вся соль собирается, что, может быть, вы и не зарекомендовали еще себя перед этим человеком. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Я бы другом-то не назвала, если честно. Я бы такую подругу подругой не назвала. Честно, не назвала бы. Я бы сказала, это знакомая, но не подруга. Помогать, если не будет в трудную минуту, какой это тогда друг или подруга? Да никакой. Хорошо, наше сердечко, третья позиция. Гадаем на друга или подругу. И первая карта. На этом основана ваша дружба. Повешенный, повышенный, да, как тут. Взгляните на мир с другой стороны. Временное бездействие. Очень важно быть самим собой. Основана ваша дружба на интересных каких-то вещах. Ну, эзотерика, например. Что-то обсуждать. Необычное такое, нестандартное, что происходит в жизни. Мистические события. Карты Таро, может быть. Вот что-то обсуждать необычное, интересное, неординарное, из ряда вон выходящее. Разные чудеса. Вот если на то посмотреть, да, что вижу мир с другой стороны, вот это сейчас, да, ваша дружба в подвешенном состоянии, вы не особо, может быть, общаетесь с человеком, которого загадали, но объединяло вас именно вот что-то такое волшебное, эзотерическое или как взгляд на мир с другой стороны. Вот. То есть в этом сама суть здесь. И вы, да, действительно чувствовали себя самим собой, с этим человеком, без каких-то, приукрас, на самом деле. Но сейчас я думаю, что дружба не очень развивается, судя по повышенному. Ну, хорошо, в этом ваше сходство. Давайте посмотрим, в чем ваше сходство. Пятерка чаш. Вы оба в жизни очень многое теряли. И было очень много бед, каких-то проблем и трудностей, испытаний и много разочарований. В этом ваши очень большие сходства. На самом деле, каждый из вас страдал. И вот в этом вы очень похожи с этим человеком. В этих страданиях вы очень похожи. Часто каждого из вас, возможно, посещают негативные мысли. Хорошо, в чем ваше отличие с этим другом или подругой? Король жезлов. Мотивация, совершенство, амбиции, харизма. Кто-то из вас гораздо более лидер, я вам так скажу, чем второй. То есть один человек из вас импульсивный лидер, такой, знаете, с мужской энергией, с ядреным характером каким-то таким взбалмошным. А второй такой более спокойный тип человека. То есть неважно, женщины, мужчины дружат. Важно то, что второй человек спокойный, а первый очень бурный. Понимаете? То есть в этом вы разные, конечно. Импульсивный и спокойный тип человека – это разные вещи. Как вас видит этот человек? Тройка чаш. Вы человек-праздник для него или просто человек, с которым очень интересно посидеть, пообщаться, поразвлечься, похохотать. Позитивный человек, с которым можно посмеяться, посидеть там где-нибудь за бутылкой или там на празднике, или просто там вместе в отрыв. Вот такое чувство. То есть вы для этого человека человек-праздник на самом деле. И человек вами очень восхищается, считает позитивным. С вами как бы видится это как на праздник, собираться вместе это как на праздник. То есть вот такое суждение в вашу сторону. То есть человек очень хорошо к вам относится. Я бы сказала, хотел бы дальше дружить, да? Вы как относитесь? То есть как вы видите вашего друга?
Девятка мечей. Уныло. Очень уныло, мол, ожидание худшего. Человек не спит по ночам, там, да, беспокоится о чем-то. У него какие-нибудь паники, страхи, не знаю, что угодно. То есть вы видите в этом человеке кого-то негативного. Вот этот человек видит в вас позитив и радость, а вы видите в нем негатив и грусть. Вот так могу сказать. И много психологических травм замечаете в этом человеке. Может быть, сейчас вам этот человек кажется слишком негативным и грустным, там, да, или просто, что с ним скучно. Может, даже так. Но не скучно скорее, а надоели его, может, проблемы как-то. Или давят его проблемы, слишком негативное восприятие мира. Вы видите так этого человека, этого друга. Хорошо, а какова текущая ситуация с вашей дружбой? Суд. Ну, идет пересмотр, да, пересмотрите, оцените происходящую ситуацию, благоприятная оценка фактов, время двигаться в другом направлении. Ну, действительно, время что-то как будто менять в лучшую сторону и пересмотреть эту дружбу, перетрясти там, да, эти захламленные завалы. И как-то пересмотреть, наверное, свое отношение к человеку, да. Но в любом случае здесь идет какое-то возрождение по суду. Конечно, возрождение. Идет шанс для этой дружбы все-таки ее реабилитировать. Будет ли ваш друг рядом с вами, когда он понадобится или она? Двойка динариев. Человек может занижать важность ваших проблем, но рядом будет. Однако поможет ли? Вот в чем вопрос. Только частично может помочь. Не во всех проблемах этот человек может помочь, или даже не во всех проблемах захочет вам помочь, понимаете? Вот не во всех. Как будто бы этот человек некоторые ваши проблемы не ставит ни во что, считая их глупыми проблемами, может быть, не такими важными, как это могло бы вам показаться. Но проявить участие человек может, вот так, чтобы бросить в каких-то, правда, трудностях, нет. Этот человек совсем вот в каких-то действительно трудностях, нет, он не бросит. А вот по глупостям вряд ли будет сильно помогать, по глупостям, по каким-то ерундовым вопросам. Но сказать, что это не настоящий друг, я не могу. Человек может помогать, значит, настоящий все-таки друг. Просто и своих проблем, наверное, много, учитывая девятку мечей. Куда пойдет сейчас ваша дружба? В туз чаш. Ну, вы знаете, дружба пойдет в сильное улучшение, обновление. Люди будут действительно как друзья друг друга любить, обожать. И могут собраться за бутылочкой, или там где-то посидеть в баре, или просто развлечься куда-то, вместе съездить, что-то вот такое, просто посиделки дома устроить, на какой-то праздник друг друга позвать. То есть здесь общение будет. Сказать, что тесное годами, я не могу это пообещать, но туз кубков говорит, что сейчас пойдет улучшение. И друг, сказать, что ненадежный, я не могу. Скорее, у друга вашего или подруги много проблем своих, какие ваши не считает человек проблемами даже. Поэтому, а так нет, сказать, что это плохой друг, я не могу, конечно. Или плохая подруга, нет. Это нормальный человек. Просто со своими какими-то тараканами, проблемами и все. Но посидеть вместе, конечно, можно. О каких-то глобальных вещах тоже можно попросить. Вот. Ну, я считаю, это нормально. У меня, видите, допустим, свой взгляд на дружбу, да, что друзья — это не ваша семья, как бы, и подружили там, да, что-то вместе посидели, пообсуждали, этого хватит. Вот. Кто-то считает, что друг должен чуть ли не вот днями и ночами там с тобой переписываться, там перезваниваться, видеться каждые 5 минут. Ну, это вот у каждого свой взгляд, на самом деле. И у меня вот другой взгляд. Если виделись раз в неделю, ну, так аллилуйя просто даже. Вот. А в каких-то проблемах сильно, допустим, маленькими какими-то пустяковыми я и не обратилась бы к своему другу-подруге. А с большими проблемами, ну, если обращусь, я думаю, что вот такой друг поможет, да, вот если бы пример, допустим, я бы раскладывала себе на друга, и двойка бы вышла, но я бы сказала, что да, в серьезных вещах поможет, и этого хватит. Поэтому сказала бы, что да, это настоящий друг.
Ну, вот такой ответ у нас выпал сегодня по дружбе. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!